Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В Якутии 8 апреля стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» среди педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. Организатором конкурса является Министерство образования и науки Якутии совместно с Институтом развития профессионального образования. Наш гость в студии сегодня Иван Зарубин, победитель всероссийского конкурса «Мастер года» 2023 года, преподаватель Тюменского техникума строительных индустрий и городского хозяйства. Иван Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы приехали на финал всероссийского конкурса, регионального этапа всероссийского конкурса. Несколько дней уже у нас гостите в Якутске. Каковы ваши вообще впечатления? Впечатление о городе или о общем? Да, можно и о том немножечко, и о том. Как известно, весна у нас не самая яркая пора вообще, в принципе, всех городов, кроме южных. Но именно Якутия, Якутск, ваш город делают люди, которые в нем проживают. И находиться здесь очень приятно. Я сам родом из Бурятии, и у нас немножко схожие и традиции, и отношения к жизни. И мне очень близко нахождение здесь. Даже часовой пояс близко к бурятскому, поэтому, наверное, я здесь чувствую очень хорошо, и люди этому способствуют. Благодарю вообще за то, что позвали, и за мое присутствие здесь. Получается, чувствуете себя здесь комфортно, почти как дома. Теперь давайте о конкурсе. Вы победитель прошлого года. Как проходил конкурс тогда? Как давалась вам победа? Какие испытания были? Конкурс поэтапно не отличается от нынешнего. То есть у нас был отборочный этап, региональный и всероссийский. Сейчас у вас идет как раз региональный этап. И у нас скоро в Тюмени начнется региональный этап. Формат не меняется. Привносятся какие-то небольшие изменения, которые в общем формат не меняют. Конкурсные испытания те же самые. То есть это у нас открытое занятие. Самое основное, где мы показываем свое профессиональное мастерство. И некоторые конкурсные мероприятия, о которых подробно, конечно, можно говорить, но об этом говорить очень долго можно. Поэтому давайте уточняющий вопрос, пожалуйста. Хорошо. А вот региональный этап в Якутске как оцениваете? И региональный этап в Якутске, честно, встретившись с участниками регионального этапа, я был очень рад, в принципе, за этот конкурс. И если он проходит в каждом регионе так, как проходит у вас, и отношение педагогов, которые участвуют в этом конкурсе, такое же, как и здесь, то я очень рад за систему профессионального образования, потому что участники мотивированы, участники активные, готовы участвовать и в региональном этапе, и во всероссийском. Видно их настрой. А это очень хорошо, это самое главное, что они готовы участвовать, потому что первый шаг, отборочный этап, это все-таки на базе техникумов и колледжей проходит, а региональный это уже на базе региона, всей области и так далее. И готовность участвовать на регионе это уже большой шаг к всероссийскому конкурсу, а их мотивация и настрой отличная. И с улыбкой они подходят к этому конкурсу. Я очень рад видеть такой настрой. Это, кстати, еще и отношение к рабочей профессии поменялось, потому что еще если лет 10 назад говорили, пойдешь в колледж, ничего из тебя не получится, то теперь совершенно по-другому говорят, и профессии все нужны. Да, как раз-таки конкурс «Мастер года» способствует изменению имиджа именно профессиональных образовательных организаций, вообще в целом профессионального образования, потому что все-таки старое поколение, давайте так скажем, которое знало, что такое ПТУ, оно все-таки должно уже начинать менять свое мнение, потому что профессиональное образование сейчас очень изменилось, и оно ничуть не уступает общему образованию в планах развития и, в принципе, развивается большими шагами. И чувствуется поддержка правительства Российской Федерации в развитии, поддержка, давайте назовем, площадок, на которых будут работать уже дальнейшие выпускники образовательных организаций. То есть это производство различного масштаба, это предприниматели различного масштаба и так далее. То есть их вовлеченность, она как раз дает развитие нашей системе профобразования. Причем, кстати, преимущество у тех, кто сначала учится в заведениях среднего звена, назовем так, СПО, им проще найти работу, чем тем, кто окончил вышку.
Да, сейчас все делается именно для этого. У нас проводятся демонстрационные экзамены, проводятся чемпионаты различных уровней, где именно э, представители организаций, в которых будущих работодателей, да, они видят способности участников этих чемпионатов, этих демонстрационных экзаменов и могут по их действиям определить уже, готов ли он идти на работу и насколько он профессионален в той или иной сфере. Я могу привести пример, как Конечно, давайте. у нас в Тюмени ребята, которые учились на сварочное производство. Я являюсь бывшим уже экспертом чемпионатов. И эти ребята побеждали в конкурсах регионального этапа, то есть и выходили участниками на всероссийский этап. И также принимали участие в чемпионате, так, сейчас скажу, акционер Сибур, ну, в общем, организация Сибура, давайте так назовем, не Хорошо. помню ее полное название. И когда у нас чемпионат Сибура проходил, ребята внегласно участвовали вместе с ними и побеждали работников нынешних этого завода, давайте так назовем. А работники были с разрядом, со стажем Работники уже с разрядом, со стажем, да. Ого. И сейчас эти ребята работают в Сибуре, то есть их заметили, и они сейчас получили квартиру, получили достойную оплату и работают там. Некоторые даже обучали сотрудников. Постарше. Да, постарше. Удивительно как. Это отличный пример, я всегда привожу, что профобразование иногда даже выше, чем производство. Ну, получается, что так и есть. А вот если говорим о демонстрационных экзаменах, как вообще это все происходит в техникуме? Вообще это регламентировано, то есть в каждом техникуме они проходят одинаково совершенно, то есть у нас есть определенные задания, у нас есть эксперты, которые смотрят выполнение, у нас площадки, которые аккредитованные, то есть они все по нормативам, все регламентированы одинаково. Как проходит? Ребята получают задания, у них есть разные направления, в зависимости от специальности. И они его выполняют, и, соответственно, эксперты наблюдают за этим, наблюдают за техникой безопасности, за прохождением по всем этапам этого участника и отмечают, соответственно, потом качество работы. Вот, например, если мы говорим о сварке, это значит там, насколько искусно сделаны швы, да? Насколько... Там, да, искусственно, красиво не значит качественно иногда, но, тем не менее, да, смотрят и, как сказать, у нас есть на все регламенты и как раз оценивают именно по определенным характеристикам, их там на 3-4 листа, поэтому достаточно много пунктов, по которым можно оценить сварное соединение. Давайте так назовем. Хорошо. Иван Юрьевич, вот вы рассказали интересную историю, где мастера помладше учили тех, кто был уже в возрасте, а в целом вот у вас в регионе насколько популярны рабочие профессии? Рабочие профессии вот из года в год становятся популярнее. Я даже, наверное, скажу из-за того, что, наблюдая при приемной кампании, когда у нас идет набор студентов на образовательные программы, да, на специальности, профессии, у нас балл изменился кардинально. То есть 10 лет назад, у меня стаж уже 10 лет, 11-й год идет, и 10 лет назад, когда я работал в приемной комиссии, у нас там средний балл был 3,7, 3,6, общий, если берем. Сейчас он доходит до 4,5, 4, 4,2, 4,5, в зависимости от года в год. А если у нас идет прирост балла, у нас замечается количество, то есть больше поданных заявлений, да, количество заявлений, поданных на специальности и профессии. У нас идет рост специальностей и профессий. Я думаю, что как раз-таки это и отмечает то, что популярность среднего профессионального образования, она увеличивается на фоне высшего образования и на фоне продолжения как раз бывших учеников школы обучаться в 10-11 классах. То есть уходят после 9 класса, чтобы получить профессию и уже дальше устраиваться на производство. Ребята, конечно, в армию ходят или продолжают на высшем учебном. В общем, там уже путь свой у всех. А вот следующий конкурс будет же, получается, у вас в регионе? Да, и так как я являюсь победителем предыдущего конкурса всероссийского, у нас конкурс проводится в городе Тюмени, то есть в регионе победителя.
Иван Юрьевич, если говорить о работах конкурсных этого года, вы оценивали только своих, наверное, тюменских ребят, да? В республике удалось посмотреть, что представлено? Ну, наш конкурс будет проходить позже, то есть прилетаю 13 числа, с 15 начинается конкурс у нас региональный. Отсмотреть занятия, удалось только у тех, кто просил прийти на отборочный, то есть именно в Тюменском регионе. Здесь у меня такой возможности нет. Я сейчас встречался с участниками регионального этапа, давайте скажем, мастер-класс давал по участию во всероссийском конкурсе, и уроки не удалось отсмотреть. Но в любом случае мне эта возможность, я думаю, предоставится посмотреть видео уроки, потому что это все под запись на камеру идет. И, возможно, да, при обращении преподавателя, который выйдет в следующий этап во всероссийский, может выслать мне видеоурок, я посмотрю, и, возможно, там какие-то советы для того, чтобы повысить шансы победы на Ну, это всероссийском очень удобно, конкурсе. кстати. Конечно, конечно. Удобно вообще, что есть социальные сети, да. интернет, и любой участник может ко мне обратиться. Я говорю, пример отличный, когда в этом году, после моей победы, ко мне обратился участник из ДНР, Донецкой Народной Республики, и попросил помочь в проведении, при написании дипломных работ. Ага. Практическая часть. Нет, полностью дипломных работ Полностью, студентов заочного отделения в Республике ДНР по моей специальности. Монтаж, эксплуатация, оборудование, систем газоснабжения. Я скинул методичку, я написал определенные... План структуры работы? План структуры работы написан в методичке. Нюансы, которые нужно учесть, объяснил. И вот буквально там в марте мне написали: Иван Юрьевич, спасибо большое, у нас все заочники написали по вашим методическим указаниям дипломные проекты и работы. Ну, здорово же. Это вообще отлично, я считаю. Уже завтра будет определено имя победителя финала. Что вы можете ему пожелать? Я пожелаю ему, наверное, сил, упорства в подготовке к всероссийскому конкурсу. Я пожелаю ему команды, потому что команда — это 50%, даже больше, наверное, 60-70% успеха. И опыт предыдущих участников обязательно нужно учитывать, потому что никто не знает конкурс лучше, как участник конкурса, который в нем уже был. Посоветую обязательно привлекать участников к подготовке к конкурсу всероссийскому. И желаю успехов, упорства и веры в себя. И не бояться ошибиться. Спасибо. Я думаю, победитель, имя которого будет известно уже скоро, слышал эти слова. Иван Юрьевич, большое спасибо, что нашли для нас время. Удачи вам на мероприятии. Пусть все пройдет на Спасибо. И вам успехов и процветания. Спасибо. Напомню, вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи в эфире.